Константин Михайлович Симонов. Стихотворение «Жди меня». Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино, напомин души. Жди и с ним заодно, выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня. Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Анализ стихотворения «Жди меня». «Жди меня, и я вернусь». Очень трогательное стихотворение, обладающее огромной силой воздействия на человеческую душу. Произведение состоит из 3 частей, каждую из которых поэт определил рефреном «Жди меня, я вернусь». В первой части он рассказывает о том, как тяжело и грустно ждать любимого с фронта. Времена года сменяются, письма перестали приходить. Многие женщины уже разуверились в том, что их солдат не вернется. Вторая часть – кульминация, развивающая идею. Уже и ее любимого никто не ждет. Мать, родители, ребенок и даже друзья. Все поверили в то, что его нет, и поминают его душу. Третья часть – это награда за ожидание, светлые мотивы. Герой выжил и возвращается именно благодаря тому, что его так горячо ждали. Это Гильдеева Айназик.